Всем привет-привет, с вами канал Life, и мы находимся в Багратионовске. Смотрите, какой храм веры, надежды и любви. Мы здесь просто в восторге находимся, потому что здесь очень красиво. Это самый красивый храм из всех, что я видела, когда бы то ни было. Смотрите, какие здесь статуи, какой ландшафтный дизайн. Какой вот сам по себе этот храм. Сейчас я вам буду все показывать. Так, ходить строго по дорожкам. Вот смотрите, здесь очень красивый сад. Все сделано, как будто бы вот постоянно садовник. Да, вот колокола зазвонили. Садовник как будто здесь вот ухаживает денно и ночно. Просто. Посмотрите, как же здесь все обустроено. Как в раю. Вот белые крокусы здесь зацвели, посмотрите. Это еще только первые весенние цветы. Одни из первых весенних цветов. Ну, посмотрите. Ну вы зашли, посмотрели на чудотворную икону? Нет, я не посмотрел, потому что мне неудобно как-то, служба идет, понимаете? А вам нужно будет зайти вот прямо и с левой стороны, вот там в дальнем углу. В дальнем углу? Да. Я туда вышли, я заходил за вами. А мы вас потеряли. А я за вами зашел, ну служба, мне как-то неудобно вот ходить, когда служба идет. Очень красиво. Фотографирую сам себя. А я на видео снимаю. Это неплохо. Вообще какая скульптура. Да. Угу. Ангелочки. Вот хочу, сейчас коты ходят. Такие смешные. Вот девушка стоит. Это статуя девушки. И вон коты. Коты такое бежит. Ну что, кошки божьи создания. Кошки божьи создания, да. Какой вид здесь шикарный. Поеду я. Хорошо. Всего доброго. Вам тоже хорошего дня, до свидания. И вам здоровья. А вот тут ангелочек уснул, смотри. Так мило. А вот еще коты бежит. О, какой красивый. Какой красивый ты, коты. Ой, да пушистенький ты наш. Это такое нежное существо. Посмотри только, Вов. Оно гладится. Пепельный. Да, такой прям симпатяшка, да? Гармошечку включил, да? Ой, ты посмотри. Смотри, какой Вова фонтан. Какой чистый. И такие тут девушки, ангелочки. Вообще, да? Красиво, это не то слово. Вот я говорю, я когда тут была до этого, ну, в другое время, я прям не видела красивее никогда храма. И особенно прилежащей территории. Нет, да я просто снимаю здесь. Я потом обойду, конечно. Тут вот хочу вот снять вот эту статую шикарную. Смотри. Аж надо. Нет, так мы... Я просто все фотографирую, снимаю на камеру. Ух ты, правда, есть дорожка, но очень узенькая. Тут не пройти. Ползком. Смотри, смотри, ну это же надо. А смотри, какие деревья. Вот это же редкие хвойные растения. Это же и ангелочек. Не могу прям.
Очень хорошо. Главное хозяйство. Ну вот этот кот, это вообще, кстати, это дашь мне потом спрей? Я тебе ведь отдала, да? Да. Вот. Так. Вот здесь туалет. Я сейчас туда пойду. Смотри, какие дорожки извилистые здесь. Да. Ну, душа радуется. Вот тут вот мелочь собирают. Ну-ка, дай-ка я положу монетку. У меня в сумочке есть. Вот здесь. Так, Много чего. так, сейчас положим монетку. Вот. Положили. Так, все, я сейчас поставлю на это, на стоп. Ходила в туалетик. Тут все очень хорошо обустроено. Очень. Вот тут тоже какой-то домик. Тут тоже ангелочек. Симпатичный, с розами. Дай мне мой телефончик, я сейчас тоже буду фотографировать. Ну, не просто положил. Ты его разблокировал. Так, вот так тоже сделаю фото. Красиво. Красиво. Тут вот еще будут что-то еще делать. Видишь, плитка лежит. Видимо, будут обкладывать. Еще не все как будто даже доделано. Столько лет, да? Вот заложили храм в 93-м году. А в 97-м году его уже осветили. Но до сих пор что-то все время доделывают. Давай вот сюда сходим тоже. А тут что интересно, часовня или что это? Ну там закрыто, да. Тут ворота такие. Лестница. Вот здесь, да, ты хочешь пройти? А там еще была тайная дорожка. Тут вот ключик, видимо, да? Святая водичка освященная. Видимо. Тут лавочки. Можно сидеть сколько хочешь. И вот сам храм. Хорошо здесь видно прям. Просматривается хорошо обзор. Так. Вот. А что у меня живой фокус? Зачем включен? Вот так. И вот так. Сделаем фото. Я так понимаю, что вот здесь выхода в парк нет. Нужно выйти отсюда с беседки и пойти там, вот по той дорожке тайной, которую я тебе говорила. Тут даже есть, вот видишь, обеденный столик, что можно присесть и покушать даже. Здорово, да? Небольшие участки, вот, где можно сесть, и тебя никто Да, не никто не трогает. беспокоит, не трогает. Я говорю, очень здорово вот это вообще. Очень здорово. А тут смотри, вот ангел молится как будто. А у меня что-то вообще телефон все перестал блок держать полностью. Я его кладу в карман, и он полностью тут же разблокируется. Не знаю, что это такое, почему. Ага. Так, а тут у нас такой вот ангелочек. Мне нравятся хвойные растения. Ты посмотри, каких только видов нет. Вот это вот прям, ну это же интересно. Каких только... Ну, туи, конечно, огромные туи насажены. Такой дизайн хороший. Красиво очень. Ну, это вот, да, вот, который там такой же ангел. И вот тут идешь по дорожкам, гуляешь. Не знаю, как это сказать.
Рай в Калининградской области, отдельно сделанный островок рая, да, такой. А сам город какой красивый, мы сейчас вам покажем. Еще город посмотрим. Но здесь очень красиво, конечно. Вон там опять в елочках ангелочек. Еще главное сегодня солнце, да, Вов? Да. Прям солнечная погода Мы такая. хотели вчера вечером приехать, но как-то... Не получилось у Да, нас. не получилось. И не зря. Значит, нужно было вот в такую солнечную погоду приехать. Ух ты, а тут такой, смотри, как вот, знаешь, как подвальчик такой. Так интересно. Ну вот еще, видимо, это не работает, лавочка-то. Но если работать будет, мы потом зайдем, посмотрим тоже, как это все выглядит. Так, ну что, попробуем зайти на службу с камерой? Да не, да давай попробуем. Немножко хотя бы внутри снять. Вот. Я выключу потом сразу. Чуть-чуть зайдем. Ветер. А у меня же есть наличка, я взяла с собой. Только у меня крупные. А безналом тоже можно здесь оплачивать. Это чудотворная икона скоропослушницы. Я сейчас в храме была и молилась чудотворной иконе скоропослушница. И я увидела от нее, как светящиеся белые крылья такие посылают благодать на весь храм. Я так удивилась. А еще наш святой Саибаба будто бы тоже с нами был там в храме. А еще меня наругали за съемку. И наругали за то, что я от лампадки свечу зажгла. А я не знала, что нельзя от лампадки. Раньше я когда приходила в храме всегда уже свечи стояли за здравие. И я от них зажигала. А в этот раз приехали мы. И в храме не было на этом, где я стояла, не было. Там была икона Ксении Петербургской святой, а свечек не было. Я зажгла от лампадки, меня наругали. Сказали, нельзя от лампадки зажигать. Лампадка для иконы стоит, для святого, для святой, для Бога. А для человека свечи. А кто тогда, откуда первая свеча зажигается, которую первую ставят? Так я и не поняла. Но было очень интересно. И такое благословение идет от этой иконы. Такое хорошее, вот как энергия, что ли. Столько добра я. И даже мой муж очень проникся этим храмом, да, Владимир Николаевич? Ты проникся, да, этим храмом? Ты почувствовал, да, вот эту вот его энергию? А прикоснуться к чудотворной иконе можно только по субботам. Помоги, пожалуйста, деньги убрать. А мы приехали в воскресенье. Сегодня 4 апреля, воскресенье. И вот мы приехали только в воскресенье. А нужно было вчера, правда, приезжать, чтобы прикоснуться. Но я помолилась и прикоснулась к оградке, ну, которая икону защищает от того, чтобы люди к ней все время прикасались. Но я помолилась, и вот ты видела эти сверкающие белые крылья, такие светящиеся. Мне показалось, что раз я это увидела, значит, это знак хороший. Так, снимаем дальше. Вот так отсюда снизу. Храм-то на горе находится. Вид такой. Ну, ветер вам, наверное, задувает. Вот я не знаю, как защищать камеру.
чтобы не было этого задутия в микрофон. Мы уж всяко пробовали. Пальцем закрываем, звука нет. Ну вот пытаюсь как-то вот так, что ли, вот попробовать. Вот, идем теперь с горы к замку, чтобы показать вам замок. Замок заброшенный. Но здесь сам город еще очень красивый. Очень красивый. Мы ехали и диву давались, какие картины на домах нарисованы и все такое. И дома-то какие интересные, старые, немецкие. Здесь очень хорошо, это Багратионовске. Это должен стать туристический город. Те, кто приезжает в Калининградскую область, не пропустить, съездить в Багратионовск, а не только на моря, на города морские посмотреть. Но еще надо на Багратионовск посмотреть. Вот смотрите, замок. Замок. Давайте сходим к замку. В прошлый раз, когда мы здесь были, замок был населен бомжами. И вот здесь валялась дохлая крыса. А вот храм на горе. Я сейчас сделаю снимок. Ух ты, колокольчики зазвонили. Красиво. Сейчас мы... Тут, наверное, сильно вам дует. Но мы, если что, вырежем то, что дует сильно. Если... Вот тут есть стенд от этого замка. Исторические сводки. Давайте их прочитаем. Тут очень хороший вот пейзаж. Такой парк. Так, смотрите. Багратионовск, Форбург замка Прейсиш-Эйлау, да? Прейсиш-Эйлау, я про него статью писала у себя ВКонтакте, когда ездила в прошлый раз в замок, но это было пару лет назад или тройку. Вот, строительство Орденского замка Прейсиш-Эйлау началось, задувает, наверное, в 1325-26 годах, во время правления магистра Тевтонского ордена Вернера фон Орзельна. Замок должен был стать связующим звеном между замками Кройцбург, ныне поселок Славское Багратионовского района, и Бартенштайн, город Бартошице, Польша. Первое упоминание замка под именем или Иладия, Илав в орденских хрониках относится к 1336 и 1339 годам. Вот. Ну, всего читать не буду. Давайте посмотрим на замок, на сам. О, очень здорово. Двери, что ли, появились? Или это открыто, Вов? Закрыта дверь в замок? Просто раньше тут было все открыто и бомжи. А сейчас замуровали. Значит, туда не пускают. Видишь? Вот эти все были открыты. У меня даже фотографии, наверное, там и сохранились. Видишь, там свежая штукатурка. Да, да его, мне кажется, все равно когда-то горел, вижу. Когда-то его все равно, мне кажется, отреставрируют, этот замок. Ну, стены хорошие, фундамент Стены хорошие. Так, некоторые замки восстанавливали вообще практически с нуля, а здесь такой каркас есть. Мне кажется, все равно кто-то должен этим заняться. Смотри, насколько можно хороший отель из него сделать. Или какой-то музей, историческое место. Я так считаю. Что, прогуляемся по Багратионовску? Это тоже интересно. Посмотрите, сколько подснежников. конечно, отцветают, Ну, еще бодрячком. Много тут высажено. Цветов разных. Все будет цвести скоро. Мы забрались обратно в горку. Я иду, отпыхиваюсь. Хочу найти очень примечательный магазинчик здесь. Да. Тут очень классно. Смотрите, какая картина на доме. Только вот как же ее снять, чтобы вам было видно? Ну-ка, сейчас отойду подальше. Вот. Надеюсь, что видно. Это отель и ресторан «Серый гусь» называется. Владимир Николаевич не захотел там завтракать. Сказал, интуиция очень завтрак хорошая. будет в Калининграде и делай, что хочешь.
Я говорю, ну, ладно. Вот мы еще около какой-то кафешки. А сейчас идем туда, вот по дороге, чтобы найти этот магазин. Вроде бы посмотрела по карте, он называется «Магнолия». Ну, надеюсь, что это он. Очень интересный. Так. Вот, видишь, там такие прикольные здания. Вот он в каком-то из этих прикольных... Да, вот, я это и хочу. Вот он, этот примечательный магазин. Называется он «Магнолия». И он вот такой вот, видите, с виду какой интересный. Колодец. Ух ты! В виде колодца это вода, чтобы Да, стекала. да. Здорово. Ну, ветер вот только. Оригинально, да. Мельница. А вот тут вот сам, видимо, магазинчик. Вот ветер вам, наверное. Салон цветов. Здравствуйте. Это как музей чудес. Да, надо обязательно спросить. А ты спроси. Может, это, может, знает. Вот тут, Вов, ящерицы есть, а змеек нет. Смотри, какие ящерицы зеленые. А это из мультфильма, нет? Нет. Мультики это лягушки, а ящериц-то нет. Ящерицы. Вот змейки нету, жаль. Атлас мира. Вот это настоящий магазин-музей. Я так его воспринимаю, потому что он тут 1000 разных вещей, и все они очень крутые. Какие всякие штуки керамические. Ну, всего много, правда. Очень хорошо. Зайчики, медведи. Смотрите, какая корова. Подсвечник, смотри, в виде чашки кофе. Видишь? Красиво. Тут очень-очень классно. Всякие игрушки, свечи. Вот еще эти ящерицы. Всякие фигурки сов, кошек. Ну, это вот очень здорово, конечно, здесь. Очень. Много уточек всяких. Видите, в пальто уточки, в плащах. С зонтиком. Тут есть еще фигурное мыло где-то раньше было. Вот сейчас не знаю. Всякие сундучки. Игрушечки. Всякие зайчики. Вот такие, смотрите. Часы. Это отдельная история вот с этим магазином в Багратионовске. Смотри, какие коляски. Кошки. Все тут всякие. Это вообще куклы, одетые в национальные костюмы индейцев. Здорово. Белье постельное есть. Полотенчики. Подушка для автомобилиста. Подголовник. Так. Всякие, видишь? Классно. Что-то для декорации твоего стола работает. Ну вот сейчас посмотрю. О, смотри, игрушки какие. Ну, тут всего такого интересного много. Сейчас что-нибудь поищем.
вот тут еще цветы. Ой, кошка. Мяу. Мяу. Какая прикольная кошка. Или кот. Я в Калининграде что-то гвоздик не видел. Ну, это так, редкие цветы. Кися. Киська. Ну-ка, дай-ка тебя сфотографирую. Мяу. Это девочка, я так понимаю. Бабушка. Бабушка ты наша. Древняя бабушка. Угу. Ластится так, как будто это свои пришли. А у нас дома мопс. Мопс? Да? Мопс. Демид. Да. Не то слово хрюкал. Храпит, как лошадь. И хрюкает, и лижется еще, чавкает. Молодой, наверное. Да 6 лет ему. Уже да. Уже хрюкал, как бы выросла, пожалуйста. Совсем большой. Ну ты прям вообще меня обняла. Гоша. А как мы будем расставаться теперь? Марго. Как мы теперь расстанемся с тобой? Я теперь люблю тебя, и что мне делать? Все, спасибо, до свидания. Да, до свидания. Вам также. Я показываю, что купили. Мы купили вот такую вот куру под яйцо на Пасху. И полотенечки пасхальные. Вот. Мы молодцы. Как птички поют. Слышите? Так, мы зашли в кафе. Вот тут такое кафе. Сейчас посмотрим. Прикольно, полочка такая дизайнерская. Здорово. Так, вот тут вот выбор пиццы. В нашем кафе самообслуживание. Так. Американо, латте, эспрессо, капучино. Здрасте. Какой-то круассанчик. Да, я буду. Сейчас что-нибудь придумаем. Вот такой круассанчик. Вот такой вот кофеечек. Сейчас будем пробовать. Думаю, что понравится, наверное. Все будет хорошо. Все, мы выходим из кафе. Прямо. Где? Прямо? Нет, я про остановку. Прямо. Вот я вижу автобус. Это в ту сторону. Ну, вот к нам в лицо, как говорится. Смотри, какой КТ сидит. Тут тоже город кошек, как в Зеленоградске, потому что много коты разнообразных. Мяу! У меня нету ничего поесть. Я ничего не взяла. Я дурочка. Надо было брать с собой как можно больше еды для кошек. А вот тут вот тоже прикольно. Вот пойдем туда, вот сходим. Давай. Ну или просто немножко по улице. Вот. Так это, вот я не понимаю, почему остановка в другую сторону. Ну вот это только пробить. Так. Вот 148, он идет в 11:55. Видишь? Где? Вот. Да. И... А, это как столбики. Вот ежедневно в 11:55, а по субботам и рабочим дням отдельно еще, да, расписание? В 11:40 есть, видишь? 113. Это по субботам. А, по субботам. Все понятно. В 12:45, 12:40, в 12... Ой, и в 11:55. Значит. Через 40 минут. Ну, тут, короче, каждые 5 минут ходит автобус в Калининград. Но это по будням. Нет, так он и по обычным дням тоже каждые 15 минут, мне кажется, там можно уехать. Есть автобусы.
А вот там музей. Пойдем, я покажу. Тут вот тут лавочки, да? Мы тогда видели, там столько было голубей. Просто вот. Пойдем. Нет, пошли вот сюда. Все, хорошо. Сходим на водонапорную башню, не хочется идти. Там как поселок, знаешь. И такие, ну, дома красивые, но все равно город-то хочется посмотреть. Смотрите, какие тут управления ФССП. Здание какое. Старые. Окна деревянные. Да, тут вот это вообще прикольно. Тут все очень такое старенькое и немецкое. Вот сам по себе город заметили, да, по структуре немецкий. И, ну, интересно здесь. Вот музей истории. Видишь? И такое здание, да? Прикольно. Тут, смотрите, вот, допустим, магазин ремонт одежда, там Озон, вот еще то что-то, да? Но он сам по себе очень интересный. Выглядит все прикольно. Мы сейчас немножко с тобой прогуляемся, там недалеко, и потом обратно наверх сюда к остановке придем. Только я так и не поняла, почему она в другую сторону. Как автобус-то? Ну, не знаю. Но, по Спросим крайней мере, у автобусников. Скажем, где к вам сесть, чтобы в Калининград попасть? Помогите. Помогите попасть в Калининград обратно. Пожалуйста. Мы сюда на такси приехали с дяденькой, которого снимали потом. А обратно-то как? Надо как-то уехать. Вон там, смотри, опять стая птиц какая кружила. Это скворцы уже. Скворцы, да, А нет, наверное. голуби. Голуби? Ну, их много, прям так. Похоже на скворцов. Да? Они же скворцы любят стаи. Да нет, это, наверное, голубки все-таки. Смотри, сколько. Сейчас они все на нас сядут. Нет. Сядут, но пометить могут. Ну, пометить могут. Дом бытовых услуг. Представь, это советское вот время. Дом КПРФ. Точно. КПРФ написано. Массажно-косметический кабинет, 2-й этаж. А вот там на доме что-то нарисовано. Смотри, сейчас поближе подойдем, кто-то на коне. Тут прудок маленький, прудок. Вокруг него, наверное, люди ходят. Ну, вон ходят уже, да. Облагорожены. Там, смотрите, вот кусок какого-то древнего замка 100% торчит. Ну, старого имения какого-то. Здорово. Смотри. Здесь очень много, вот мы ехали, я заметил, очень много в окнах объявлений о продаже. Ну, потому что работать, наверное, здесь не совсем есть где. Они в Калининград ездят, поэтому... Собачка. Собачка. А у нее уже что-то во рту есть. Нюша. Нюша. А вот тут еще собачка лает. Смотри, какой дом. Интересный. И там собачка. Животных здесь много. И их любят все. За ними там смотрят, свои шефства устанавливают и все. Так, опять ветерок поднялся. Здорово, да, здесь, Вов? Тебе нравится? Красиво. Интересно, самобытно. Тут какое-то учреждение, уже за забором, уже все как надо. А вот это что-то очень старое здание. Ростелеком, участок эксплуатации. Так, что это здание окружного суда. 20 века. Класс. Начало 20 века. Здорово. Смотри, как интересно. Тут вот кто-то на лошади. На здании нарисован, изображен. Машины вот ездят. Прикольно. И улица Калининградская. Видишь? Да. Эта улица, по крайней мере, облагорожена, она как центральная. Ну, наверное, центральная, да. Тренажерный зал. Тренажерный зал. Смотрите, какое здание. Тренажерный зал. Здорово. Но изображения на домах на некоторых меня просто поразили. Заметил, что разные изображения такие.
думаешь, это Кутузов? Но он левого глаза нет. Ну, значит, Кутузов. Здесь, кстати, вот в Калининградской области почитают Кутузова, если честно. А вон там тоже собачка, я ее боюсь. Идем на ту сторону. Не съест она нас. А? Ну, пусть проедет машина. Ну, пусть проедет. Мне нравится, что все залито солнцем сегодня. И город, естественно, смотрится, ну, несколько иначе, чем если бы мы его снимали в пасмурный день, если честно. Я думаю, что картинка в камере должна быть в несколько раз лучше, чем если в пасмурный день снимать. У нас такая камера. Пассивная. Пассивная в темноте, и в пасмурный день она очень пассивная. Она сразу же портит всю картину. Репина. Ух ты, какие вяхери сидят, воркуют. А тут вяхерь, ты посмотри. Он смотрит так удивленно на второго вяхеря. Они что, дерутся, что ли? Вяхери — это лесные голуби. Жирные, как хрюшки. И тяжелые, тяжеловесные. Видите, какие? Да, их тут много. У нас в Калининградской области очень много вяхерей. Я вам расскажу смешную историю. Вдруг я ее еще не рассказывала. Когда я переехала в Калининградскую область... О, сколько крокусов! О! Простите, я сейчас все расскажу. О! Желтые, белые, светло-фиолетовые, темно-фиолетовые, розовых только нет. Ну, желтые крокусы. Можно я заберусь в этот дом? Не надо. Не надо. Ну, тут закрыто-то почти. Но я хочу сделать фотографии желтых крокусов. Ну, что мне? Пойдем в этот. Продолжаю я на телефоне, потому что кое-кто забыл... Ой, шабачка. Кое-кто забыл дополнительную батарею от камеры. И камеру не зарядил еще к тому же. Камера заряжена была. Ну, видимо, мы ее просто посадили. Запас заряда. Да. Там еще одно чудо лежит. И вот эти вот замечательные цветы. Великолепные. Вот так сделаю снимок с камеры, с фотоаппарата. Ой, ну что, пошли. Вот нам бы где-то свернуть и вернуться-то вот... Ну ладно, там сейчас на площадь лучше сходим. А то заблудится Владимир Николаевич, будет плакать. Ой. Она сама включается. Она сама и включается, и выключается сама. Надо ее в футляр и убрать в рюкзак ко мне. Сейчас мы уберем камеру. Идем, продолжаем наш поход. Ветер поднялся. Вот сегодня ветрено как-то. Причем на улице очень тепло, хорошо, все, но ветрено. Тут вот сделали жители ландшафтный дизайн во дворе дома. Видите, дом. И вот домик, тут мельница, камень, цветы, телега. Вспомнила, что нужно рассказать историю про себя. Так вот, когда я приехала, я долго не могла понять, что происходит. Утро, допустим, часов 7, а было же лето, и я слышу на улице страшный крик вот такой. У-у-у. Вот так вот. Я, наверное, рассказывала в каком-то видео, но не все же смотрели. У-у-у. И вот так постоянно на улице зверь какой-то кричит. Ну, на голубя похоже, конечно, но, извините, очень слишком это должен быть басистый голубь. Вот. Музей здесь. Может, в музей сходим? Ну и что, почему тут музей? Вон, ты думаешь, из него пахнет? Реально? И вот я долго не могла узнать, что это. А потом поняла, что это огромные жирные голуби. Я не знала, как они называются. Но это они садятся. Вот если он на провод сел, провод аж прогибается. Ветка дерева прогибается. Он как, не знаю, как гусь, как курица размером. И вот так... Как они кричат. Вот это и есть тот автобус. А куда мы пойдем-то? Где остановка?
Ну, сейчас пойдем. Он же 55 минут. Ну, не знаю, вроде бы. 30. То есть Или будет другой, а этот раньше отходит. пойдем. Ну, пошли и спросим. Почему мы будем задерживаться? Пошли. Вот наш автобус. Кошечка и собачка. Тут все наполнено кошечками и собачками. А автобус, нам сказали, отправляется только через 25 минут. И садиться в него пока бесполезно. Но, по крайней мере, мы узнали, что мы с этой остановки уезжаем сегодня. Вот. Поэтому пошли еще немножко пройдемся. Ну что там сидеть-то, стоять все это время. Вот мы в автобусе. Вот он выглядит. И мы вот сейчас поедем. Окно, вид из окна. Поедем сейчас. Мы едем. Поля уже совсем зеленые. Вон какие зеленые поля у нас. Хорошо видно так, что все зеленое. Сто лет на автобусе далеко не ездила. Только близкие все по городу. А так на электричке же мы. А тут на автобусе так интересно, да? Вот это Нагорное. Домики такие. Немецкий стиль. Я так понимаю, что какой-то даже с домиками, с большими. А получается, после этой перекрестка дружно. Ну, в общем, первое. Просто некоторые вообще не знают, как это называется. Ну, просто мне вот я сдох, потому что городская есть, у нас там нету, поэтому я ее не знаю. Ну, она всегда встала. Может, потребует какой-нибудь? Нет, вот установка стоит. И вот тогда я и увидела из облака крылья. Представляешь? Облако. Я так испугалась и начала молиться. Говорю, Господи, помоги нам. Только начинаю снимать поля, сразу же это лес. О, вот сейчас видно хорошо. Зеленое поле. Вода стоит. Вода там, ну, посередине. Поселок Победа. Ну, это же мы уже там, значит, не очень далеко от Калининграда. Тут вообще все рядом. Тут вся область 120 километров в один поперек и 180 в другой. Представляешь, вся область? Получается вдоль 180, по ширине 120. Мы, считай, вот сейчас ездили к польской границе с тобой. Мы приехали в Калининград и пришли в кафе Табаско. Вот тут вот так вот выглядит все. И я заказала какао, а еще пасту и роллы. Вот сейчас будем кушать. У Табаско тоже есть постное меню. Значит, суп овощной по-восточному, суп крем из тыквы, салат из печеных овощей, салат с апельсином, паста с соусом песто и томатами черри и с грибами на кокосовом молоке. Мы вот эту заказали. Сейчас попробуем. Так, значит, богатырский драник, жареный картофель с грибами. Тут, значит, шоколадный пирог, фруктовый микс. И еще вот тут авторские пасхальные угощения рекламируют. Вот. Такие дела.
такие вкусняшки. Вот моя паста с грибами, с помидорками. Какая красивая паста. Ням-ням.